Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал. Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос предлагал аргентинскому нападающему Лионелю Месси и его семье остановиться у него дома, сообщает ЭС со ссылкой на EL País. Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться в моем, сказал Рамос аргентинцу. Напомним, Рамос выступал за мадридский Реал с 2005 по 2021 год. Месси защищал цвета Барселоны с 2003 по 2021 год. 10 августа Месси заключил с Пари Сен-Жермен контракт, рассчитанный на 2 года. Соглашение аргентинского футболиста с французским клубом включает опцию продления еще на 1 сезон. Новый сезон в чемпионате Франции начался 6 августа. Во втором туре французской лиги первого сезона 2021/2022 Пари Сен-Жермен сыграет со Страсбургом. Встреча состоится 14 августа. Жена Месси, о переходе супруга в ПСЖ, открывается новая глава, полная возможности. Антонелла Року Цицеу, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в Пари Сен-Жермен. Прекрасный этап завершен, но открывается новая глава, полная возможностей. Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всем, написала Року Цицеу на своей странице в Инстаграме. Вчера, 10 августа, Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на 2 года. Соглашение включает опцию продления еще на 1 сезон. 5 августа Барселона объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Испанской лиги. Месси выступал за основной состав Барселоны с 2003 года. Фонте о трансфере Месси: «Каждый день пишу Роналду, чтобы он перешел в Лиль». Защитник Лилии сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал переход Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен. «Это захватывающе. Очевидно, что с точки зрения конкуренции нам будет еще труднее, но мы готовы принять вызов. Я каждый день пишу Криштиану, чтобы тот перешел в Лиль». Он ответил только «ха-ха-ха». Представьте себе, если мы будем противостоять Месси, Неймару и Мбаппе. Это невероятная тройка нападающих. Собирается ли ПСЖ защищаться? «Я не знаю», цитирует Фонте Марко со ссылкой на Токспорт. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард провел пресс-конференцию на стадионе Парк де Пренс. Во вторник ПСЖ объявил о подписании Лионеля Месси, а уже на следующий день провел первую пресс-конференцию с участием аргентинца. О подписании Месси и атмосфере вокруг стадиона парижан, в фоторепортаже РБК. Пресс-центр на стадионе Парк де Пренс незадолго до начала пресс-конференции с участием Лионеля Месси. Незадолго до прибытия Месси в Париж появилась новость, что для представления аргентинца клуб арендовал Эйфелеву башню. Лионель Месси прибыл на стадион Парк де Пренс, где провел первую пресс-конференцию в качестве игрока ПСЖ, команда из столицы Франции, второй клуб в профессиональной карьере аргентинца. С 2004 по июнь 2021 он выступал за Барселону. Болельщики ПСЖ окружили стадион Парк де Пренс во время пресс-конференции Лионеля Месси. Аргентинец стал 5-м футболистом, которого подписал ПСЖ летом 2021. Ранее к команде присоединился экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос, бывший футболист Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Донарума и экс-защитник Интера Ашраф Хакими. Во время пресс-конференции Месси заявил, что на переход в ПСЖ повлиял его бывший одноклубник по Барселоне Неймар. Бразильский нападающий перешел в парижский клуб летом 2017-го. Фанаты ПСЖ около Парк де Пренс смотрят прямую трансляцию первой пресс-конференции Лионеля Месси в статусе футболиста французского клуба. По данным журналиста Фабрицио Романо, зарплата аргентинца в ПСЖ составил 35 миллионов евро в год. Президент ПСЖ Насер Аль-Хилаифи, Лионель Месси и спортивный директор клуба Леонардо во время пресс-конференции на Парк де Пренс. Аргентинец взял в ПСЖ 30-й номер, под которым дебютировал за Барселону. Фанаты ПСЖ зажгли фойеры возле стадиона парижан во время пресс-конференции Лионеля Месси. Лионель Месси и президент ПСЖ Насер Аль-Хилаифи, окруженные детьми. По словам Месси, он почувствовал себя очень счастливым и получил удовольствие от пребывания в Париже с первых минут. Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.